Здравствуйте, любители и почитатели хорошего кино! В эфире программа «Кинозавод». Якутские кинематографисты не перестают баловать своих зрителей все новыми новинками в мире кино Якутии. Известный режиссер, клипмейкер, мультипликатор Константин Тимофеев не изменяет своим предпочтениям в жанре ужасов. Итак, этой осенью он готовит к выходу на большой экран свою новую картину. Сегодня у нас в гостях в студии съемочная группа нового якутского фильма в жанре ужасов «Харабекир». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады быть у вас в гостях в передаче «Кинозавод», так как мы считаем, что передача «Кинозавод» — это большой друг якутских фильмов. Ну, якутские кинематографисты это понимают и благодарны. Спасибо. Костя, наверное, разговор начнем с тебя. Как у автора фильма, я хотела бы спросить, почему снова снял фильм в жанре ужасов? Так, я в школе, да, в 10-7 классе перечитал всю американскую вот фантастику, да, и книгу ужасов. Мне это очень нравилось, я их заказывал по почте. И вот несколько лет читал, и потом я понял какой-то секрет, что ли, чем они людей, человеческое внимание привлекают, да? Цепляют. Говорят, комедия самый сложный жанр в кинематографии, я с этим согласен. Но фильм ужасов делать очень интересно. В принципе, ты являешься мультипликатором, да? У тебя получается очень хорошо мультфильмы, веселые. Нет, я не разделяю. Вот мне когда обидно, клипы, да? Обидно, когда вот разделяют эти жанры в разные, да? Для меня это одно целое. Это игра со зрителем. Это я когда делаю какой-то вид, да, мультик, клип, это для меня одно целое, это как пластилин. Это игра со зрителем. Вот. Ну, многие зрители, наверное, помнят последний твой фильм, который вышел на экраны несколько лет назад, да, тоже в жанре ужасов, когда зрители действительно ощущали страх, да, ужас. Это «Паранормальный Якутск», да? Это эксперимент? Да? Эксперимент, да. Мне было очень приятно, когда вот читать посты или статусы людей. Отзывы. Ага, на самом деле. А сейчас ваш фильм о чем и о чем рассказывает? Вот после того фильма мне было чуточку стыдно, да? Вот есть же такой смайл с этим, с капелькой, да? Было чуть-чуть стыдно. И потому что, ну, этот жанр, мокюментары, мне не близок, и я сам не люблю смотреть такие фильмы. И мне хотелось как-то сказать правду, да, то, что мы по-настоящему умеем. И я год или там 2 года думал, про что снять. И в мучениях писался сценарий. У нас с друзьями, да, вот с Витей, например, есть игра. Он рассказывает мне сценарий, историю, да, которую придумал, и другой человек должен сказать, из какого это фильма. Ну, узнать клише. Вот, ну, сюжетов очень мало. И мы очень в муках рождали вот этот сюжет, который мы снимали, чтобы он не был похож на другие. Мы пытались сломать вот сюжетную линию. Синопсис фильма какой он? Немножко расскажите нам.
Ага. Город Якутск, и в городе Якутске появился маньяк-убийца. И мы там очень подробно показываем, как он убивает. Там не всё город красочно. Якутск, город Н. Энный город, да. То есть это придуманный мир, придуманный город, которого нет на карте как Да. таковой, да? Да. Получается. Ну, очень интересно, даже интригует. Когда вы писали сценарий, вы, может быть, советовались с криминалистами, там, с оперативниками из уголовного там, розыска, там, либо из отдела убийств? Там? Такое было, да. Мы обращались и спрашивали. И когда мы говорили, что мы кино снимаем, да, люди очень охотно идут и радуются, и рассказывают. И на самом деле поправок было очень мало, потому что все верно было написано. Смотри, я же говорила, мультики, вон, смотри. Это тебе звонят? А? Приступим к выбору актеров, наверное, Хочу да? познакомить с командой, да, со своей командой. Мы где-то уже 2 года снимаем, да, и там месяц усиленно работали, и 2 года там потихонечку еще доснимали фильм. И каждый раз я с большой радостью шел на съемочную площадку. И Витя говорил, что очень нравится работать, мне очень нравится моя команда. И Витя говорит, это же ребята, которых ты сам выбрал. Секрет в этом был. Мне каждый раз было приятно с ними видеться, и ребята очень-очень вылаживались полностью. И были даже такие моменты, которые очень сложные. Сейчас скоро покажем, да, один отрывок, и я ими восхищаюсь, и в глубине очень благодарен. Ну, вот, Давайте познакомимся, да, потом? Галина Виноград, как тебе вот на съемочной площадке Константина работать? Вообще, да, я сама фанатка фильмов ужасов, триллеров, и это еще с детства у меня. И я всегда мечтала, вообще с детства мечтала стать актрисой. Всегда перед зеркалом дома и всегда изображала ту или иную героиню. И вот моя мечта сбылась. Костя, спасибо. Вот Костя мы познакомились, когда он меня пригласил на встречу, да, как раз он мне предложил этот сценарий. И мы с ним встретились, и я даже не читая этого сценария, я согласилась, потому что это жанр ужасы. Оля мне всегда хотела, чтобы меня красиво убивали, красиво там что-то я убегала, там что-то, да. И тут, в общем, не глядя даже на сценарий, я согласилась, мне было это очень интересно. Потом, прочитав, стала, наоборот, еще обрадовалась, потому что вообще вот сам сценарий сам интересный. Вообще сниматься в кино, да, было очень интересно, это тяжело. Там сниматься в клипах и в кино — это вообще разные вещи. Клип ты делаешь какой-то образ, там ты подаешь образ, который хотят видеть зрители, а тут тебе надо именно проникнуться, перевоплотиться в героиню и прожить ее от начала до конца, ее жизнь. То есть ты играешь реального человека, реального героя. Давайте отрывок посмотрим на фильм. Ну, давайте посмотрим отрывок на экране. Ребята не смотрели отрывок фильма. Они впервые видят эти кадры. И мне интересно посмотреть их эмоции. Это не Галя. Это же ты. Это я был я. Это Галя же несет? О, мои длинные волосы сейчас. Нет, Да? Видишь, вот магия.
У нас снимался Геннадий Турантаев, Да, да. да. И очень приятно работать с профессионалами. Гена же сказал. Приятно, потому что там с одного дубля все получается. А я даже не в курсе, куда меня это идет. Это был, кстати, первый день съемок. А, да? Прямо с этого эпизода начали снимать, да? Потому что уже становилось холодно, да, и мы хотели сейчас Да-да-да. погоду Через поймать. несколько дней там снег же уже падал. Видишь, я же говорил, надо одной рукой. А водить. Ютя это Ковальский, что ли? Он ты покрасивее ему 2 года. А в самом фильме этот эпизод, он какое место занимает? Финальное? Чем Нет, Да. это посередине. Посередине. Ой, я помню. О, ты опять видишь в часах, по-моему. Да, часы те же? Ну, это, Нравится вам? ну, это такой... Какая Галя тяжелая он. Аж эмоции такие. Нет, вообще я боюсь воды. Вообще, Это ледяная в вода, жизни кстати. я Это боюсь. ледяная вода, кстати. По-настоящему холодная была, да? Было Я даже холодно. не представляла, насколько это вообще Это очень холодно. опасно. Сквозь страх и слезы. Ну, это вообще кошмар, конечно. Тем более у меня линзы Гена. Гена меня реально топил же. Настоящего? Настоящим. Так испугался, я чуть не забыла. О, этот галстук развиваешься. Смотри. Я же говорил, что это как раз выйдет. Ноги, Это ноги. получается, я к вам приезжала на съемочную площадку тогда, когда вы вот тот эпизод идет после этого эпизода, да? Да, да, Где да. она мокрая сидит в квартире. Чего вы медленно бежите, меня убивают же. Они в другом месте вообще. Они вообще Вот он реально меня, я реально царапала ему. О, Виталий Витальевич. Гена, мне страшно. Успеет ли Виталия? Вы увидите. Успеете или нет? Оставим интригой, наверное, да, для зрителей. А, конечно. И вот мой герой. Очень такой интригующий эпизод получился, да, действительно он... Расскажи про этот момент, Галь. Я заново пережила эти Веселый эмоции. момент. Нет, на самом деле это самый сложный эпизод ну, из моих кадров. Вообще у меня фобия. У меня боязнь воды. Мы не репетировали же здесь. Сразу вот Гена взял меня и Начал отнес нести. нести к озере. как это репетировать? Витя стоит там напротив, вдалеке с Костей. В тепле. В тепле. Ага, там очень было холодно. Это почти осень же была, да? Конец августа, да? Да. Где-то начало сентября, по-моему. И потом я осознала, что сейчас меня будут топить, и меня будет топить Гена. Короче. И поэтому у нас первый кадр вот там не получился, потому что я сразу начала паниковать. Да, действительно, я только-только осознала, что сейчас меня реально будут топить. И пощады не будет, короче. И Гена короче, сначала, по-моему, запаниковал. Жалел он меня, типа, все нормально, спрашивал, нормально, дышишь, хорошо? Ну, типа, так, если это сожму, если так, это, все нормально. И этот Костя кричит, Гена, топи ее. Не жалей. Не жалей, По-настоящему. по-настоящему. Ну, а я тут, Гена, Безжалостный Гена, режиссер, не да? надо. Это было в начале, потом Это было Костя в сам начале. разделся, залез в воду и... Не-не-не, это потом Да, же. потом уже, да. Потом, я наоборот Гена, Гена, осторожно, я боюсь. Гена, мне это воздуха не хватает. А там Костя, топи ее! Нет, потому что в кадре Давай, Гена так ага. аккуратно И так потом, делает. это не- там, это не с третьего просто. раза, по-моему, он мне, давай, постарайся это, Потерпеть. потерпи, короче, ну давайте, короче. Вы еще Ага, и он меня реально топил. топил. Ну, Гена, если что, я буду тебя царапать, я бы за ногу не бил. Меня топил, и он сюда вода поступает, в глаз поступает, короче. Он меня реально топил, это было страшно. Я чуть-чуть не захлебнулась, еще чуть-чуть. Самая и как бы- сложная сцена была Но для тебя? они такие радостные режиссеры, Витя, им-то хорошо. Все хорошо, кадр отличный. Я такая, Еще все, раз. больше не полезу, не полезу. Я туда. И меня вытащили на берег. Но это было очень сложно. К выбору актеров вернемся, да? Вот Дима. Как ты на Диму вышел и почему его выбрал на роль? И какую роль он исполняет?
позитивную, либо... Дмитрий у нас играет одну из главных ролей. Ну, главный герой, получается, да. И мы искали именно такой типаж. Дима, у тебя, получается, тоже это первая дебютная роль, да, в кино? В большом полнометражном фильме, да. Да. Ну и остался довольным своей ролью, своим исполнением? Ну, на самом деле, я думаю, что я всегда критично отношусь к себе, к своей работе, ко всему, что я делаю. Есть куда расти, есть чему учиться. Единственное, что я думаю, что получил такой опыт, который, наверное, не каждый, даже, может быть, средней руки актер получает за свою жизнь, потому что в фильме действительно были съемки иногда очень сложные, и связано это не сколько с какой-то моральной там, да, какой-то подготовки, а именно даже физически нужна была подготовка. Были сцены, где проверяли на прочность мои кости. Костя проверял мои кости. Мы снимали такой эпизод в финале фильма, и он висел вверх тормашками, его за ноги повесили вверх тормашками, и ну, так висеть очень сложно на самом деле. Минут 10-15, да? И Даже он меньше. все терпел, Да. и всю ночь снимали, например, до утра. То есть мы иногда снимали всю ночь, действительно, и мы приходили иногда в 9 вечера и могли уйти в 9 утра, например. И я потом еще шел на уроки. Дима Висел вверх Ковальский тормашками. висел вверх тормашками. Там у нас было такое, то, что... И Костя подходит ко мне, все время жалеет Диму. Да, сейчас, давай быстрее снимем. Там, все, ему там уже все, конец. Я говорю, да, не, еще не сняли. Я тут настраиваю, пока там все на болтах, на винтиках, на скотче. Я такой, ой, да подождите, сейчас это. Ну, начинаем. Вот, был кадр, где как раз вот, где камера на 180 градусов, даже на 360 вот так крутится. И чтобы это все плавно было, это, ну, требовалось время, да. А тут Дима висит еще Вверх тормашками, да, у него там кровь. Ну, кадр весь начинается так, красный. как будто он стоит, но потом, когда камера отъезжает, оказывается человек. То есть тут ты уже сам начал думать как оператор, как это все воплотить в жизнь, да, идею режиссера. Ну, опять-таки, вот, чтобы слишком... Ну, хороший фильм же, это когда незаметная операторская работа, да? И я пытался, как бы, ну, хорошо снять, но в то же время одеяло на себя не тянуть, да, чтобы... На самом деле, интересно должна быть игра актеров, вот, ну... Сам сюжет фильма. Сам сюжет, вот, ну, люди должны вникать вот, в фильм, да, а не в операторскую работу. Вот. И также вот так И со в звуком. доме, где вот Виталий с Димой лежали вместо люстры, вы же камеру повесили. Убрали люстру и повесили камеру вместо Повесили, ну, люстры. было дело. ага. Тоже самодельные Потом такие очень много локаций было. Вот вещи. с Костей снимали, вот сложность была в том, что локации очень менялись. У нас фильм вот такой насыщенный. Этот фильм будет похож на полноценный фильм, на голливудский фильм, который... Я хочу доказать, что зрители, что мы можем такое снимать. Там планы быстро меняются, очень много локаций и интересных мест. Наташа у нас такая красивая, такая нежная, такая утонченная, да, профессиональная актриса театра и кино, да. Вот как ты к ней подошел, как ты ей предложил сняться в фильме ужасов? Наташу я знал до этого. Я видел клипы и фильмы, где она играла роли. И она везде такая утонченная, нежная же, да. И я думал, красивые девушки, они бывают ну, капризные, да. Я очень боялся подойти. Вообще с дрожащими голосами звонил, все такое. Принес сценарий. Вот. Наташа, Волновался. вот... А потом позже узнал, что Галя помогла. Чуть-чуть. Наташа, вот как произошло так, что ты дала согласие сняться в фильме ужасов? Мы с ним познакомились в теплоходе после кинофестиваля. Он мне, ну, как бы стал очень интересным как творческая личность. Когда позвонил Костя, я как бы была очень, ну, как бы в легком шоке, да. Какой же он режиссер на съемочной площадке? Вот как профессиональная актриса, твое мнение? Да. Костя мне нравится тем, что он делает все до мелочей. Вот с Виктором. Все до мелочей они смотрят. По сценарию все. Для меня сложно было, потому что я не говорила на своем языке, да, я говорила на русском языке. И у меня акцент как-то якутский,
поэтому это для меня было сложно. Впервые я снялась в таком фильме. А до мелочей не работает, и это очень профессионально, и ну, как бы для меня большой опыт работать с такими людьми. Я надеюсь, еще буду работать с ними дальше. Самые сложные сцены какие были для тебя? Для меня все было ново, и самое сложное, наверное, с байками, наверное. Потому что там было очень холодно. Ну, не так, я не скажу, что это для меня сложно, да? Я могу все стерпеть, если честно. Могу... Ради хорошего кадра. Да, все могу. Но бывают даже сложности. Далеко собралась? Ой, я как раз хотела к вам утром зайти, но раз уж вы здесь и поймали меня с поличным, я увольняюсь. Приходите, уходите, когда вам вздумается, но второго шанса не будет. Давай пройдем ко мне в кабинет и спокойно поговорим. Нет. Я твердо решила, что это не мое. Я, кажется, слишком добрая, подбирая всяких с улицы. Даю шанс. Ну, перейдем к Виталию. Как же он попал к тебе в кино? Виталия многие же зрители знают как КВНщика, человека веселого, а тут он в таком фильме снимается, в серьезной роли. Так, мы написали сценарий, и они были уже под них написаны. Почти, да. И под Виталию был написан роль Руслана, и мы еще у них не спрашивали, а сценарий уже написан, да. И таких типажей, таких людей в Якутске нету больше, например. И мы очень боялись спросить, вдруг откажет. Виталий, расскажи про свои впечатления. Виталий, расскажи про сцену, где удалось выспаться даже. Очень съемки вообще понравились. Я как бы рад работать с такой командой. Вообще очень много опыта набрался, как бы сам снимаю всякие юмористические видео какие-то. А тут уже в профессиональный такой фильм снимаем. Это так прикольно. Когда даже, например, с каждым днем что-то узнавал. Например, когда дым пускают, там плотность света, там вот это ашимай, там как настраивать свет. Махачкала, это свои термины там уже. Видишь изнутри. Да, как свет там настраивать, там это вообще картинки. Это прям круто захватывает. Особенно с художников, когда работали. Помню, заброшенный дом снимали, где есть телевизор, помните, когда стену собрали? Это вообще там так прикольно. И когда оператор начинает снимать, это уже через экран смотришь, так, это прям классная картинка такая получается. Вы с Костей самые близкие друзья, и не только в жизни, в личной, но и по творчеству всегда вместе работаете. Как ваш тандем случился именно снимать этот фильм? Точно помню, что да, Костя, пора уже, когда надо начинать. Сценарий уже вот был, уже получается. стареем, надо снимать фильм какой-то. Ну, у Кости, я знал, что у Кости есть свои задумки, сценарий какой-то есть. Аркан. Да, я знал, что у него есть там архив сценариев всяких. И просто я его подтолкнул, давай, надо начинать. Это единственный опыт был, когда мне операторам приходится спорить. Ну, это Витя ко мне по-другому относится, да, и перед съемками вот эпизод рассказываю, полностью обсуждаем, да, и спорим. Иногда прям до слез спорим. Ну, это очень полезно, на самом деле. Я его, уважаю, да, его мысли. Два космоса, да, два разных взгляда встречаются, и барьеров меньше, как бы, да, в отношениях. И вот так спорим. Да. Ну, Витя же, ты до этого в жанре ужасов не работал. Я не работаю. И вот как тебе этот жанр? Новый для тебя? Ну, какие-то сцены мы, по-моему, даже отказались, по-моему, от каких-то сцен, потому что по моим чисто этическим соображениям, это не буду снимать, сами снимайте. Таких моментов мало было, конечно, но, в принципе, по-моему, несмотря на это, я постарался снимать
как-то вот, ну как должно быть, как, по-моему, да, не ограничиваясь, по-моему, ну, все снимали. Ну, а для тебя, как для оператора, как для профессионального оператора, вот какие сложности были именно в этом жанре работать? Тут же вот как раз-таки хоррор, да, ужас, триллер, можно сказать. И очень много чего зависит от моей работы. Да, важные вот эти всякие трюки, да, там вот переходы усиливают эффект хоррора. Когда ожидается фильм этой осени? Ну, поздней осенью, наверное. Хочется очень достойно, хорошо сделать, на самом деле. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, рассказали о своем новом фильме. Будем с нетерпением ждать выхода на большой Мы экран. стараемся. На этом наша программа